готовятся вопросы к командиру. Давид, у вас проходили дни прессы здесь, канадской. Вы очень много рассказывали о подготовке, о своих ожиданиях. И вот сейчас вы на Земле после полета. Вы уже считаетесь опытным астронавтом. Чем вам запомнился этот полет, и ожидания и действительность, они совпали? So, thank you for the nice, friendly reception. The space flight did not resemble my expectations because I did not know really what to expect. Спасибо всем большое за теплый прием. И я бы хотела сказать, что мой полет, я не знала, что ожидать от моего полета в космос, поэтому я не могу сказать, что все, что я ожидал, со мной произошло. But I can share with you a few very strong memories. Но я хотела бы поделиться с вами несколькими довольно сильными воспоминаниями. The experience of the launch on the Soyuz was incredible. After all this training, it felt just like the simulator, except for the moment when, of course, we reached orbit. Конечно, самое сильное впечатление, это, которое произошло со мной, было во время старта, когда ракета оторвалась от Земли. И я хочу сказать, что ощущения были довольно похожими на те ощущения, которые я испытывала во время подготовки в тренажере. But, of course, the biggest surprise was when we had reached orbit. It was nighttime, and we saw our first sunrise over the curved horizon of the Earth. Но самое неожиданное впечатление для меня момент, когда мы достигли невесомости, и мы были в космосе, за окном было темно, и мы видели восход солнца над горизонтом Земли. Это было прекрасно. I will never forget this first sight of our planet from space. Это я никогда не забуду, как выглядела наша планета из космоса. Then, of course, we had the chance to do spacewalks, and these are memories that are very, very strong. Oleg is a very experienced spacewalker, but Anne and I, it was our first experience, and that chance to go on my first spacewalk with Anne, whom we had trained so much together, was a very special bond. Также нам предстояло выполнить серию ВКД, и это тоже довольно памятные события, которые произошли в мой полет. И Олег очень опытный космонавт в этом смысле в области ВКД. А что касается меня и Энн, это был наш первый опыт выхода в открытый космос. И с Энн мы очень долго и усердно тренировались, и между нами образовалась очень крепкая связь, и это тоже очень важно. I had the chance to use Canadarm, the pride of my country in space, the robot that we use to capture cargo vehicles. So that was also a memorable moment. Также у меня была возможность использовать канадский робот-манипулятор, с помощью которого мы захватываем прибывающие корабли на станцию. And finally, the incredible ride coming back to the ground on the Soyuz is an extremely strong memory. The first time that we feel gravity again, and the return to the ground on Soyuz is an adventure in and of itself, and I think we all were very relieved when finally the parachute opened and we reached the ground
safely, completely confident in the experience of the Roscosmos teams who brought us to space and back from space safely. Также я хотел бы сказать то, что невероятное наше путешествие обратно из космоса на борту Союза тоже оказалось увлекательным приключением. И первый раз, когда мы почувствовали гравитацию, тоже это очень такое сильное впечатление. И мы все почувствовали огромное облегчение в момент, когда раскрылся парашют. И по приземлению мы чувствовали себя прекрасно, уверенными и опытными людьми. И также хотел бы спасибо сказать огромное команде Роскосмоса, которые отправили нас на борт станции и также вернули в безопасности, в целости и сохранности. Спасибо большое. Энн, скажите, вот Давид рассказал о выходах в открытый космос. Какие задачи там стояли перед вами и какие эксперименты вы бы отметили, которые вы проводили на борту Международной космической станции? Good morning. As David mentioned, we had the opportunity to do a couple of spacewalks. Всем доброе утро. Как Давид уже сказал, у нас была возможность выполнить несколько выходов в открытый космос. And in fact, in our two expeditions, all 6 members of our crew were able to conduct a spacewalk, and that is the first time, I believe, that something like that has happened. И 2 экспедиции на борту станции, 6 членов экипажа. У всех была возможность выйти в открытый космос. И я думаю, что первый раз за всю историю такое событие произошло. So the first spacewalk I conducted with Nick Hague, and we did a series of battery upgrades for the power system on the space station. As you know, those are continuing. We have the next series of those coming up in a couple months. И также во время первого своего выхода в открытый космос, который я выполнила с Ником Хейгом, мы выполнили усовершенствование батареи системы электропитания станции. And the second EVA that I conducted with David, we did some jumper installations, so some long cabling, also for some different type of power system upgrade and installing redundant power to the Canadarm. И во время второго выхода в открытый космос, который я выполнила с Давидом, мы прокладывали дополнительные кабели, дополнительные перемычки в системе электропитания для того, чтобы обеспечить дополнительное запасное питание в системе электропитания. And for me, it was a huge honor to be able to lead those spacewalks. And one of the strengths of working with this crew, this is the first time that David and I had conducted spacewalks, but we drew on the experience of Oleg and his leadership. He's very experienced, and he shared with us a lot of his experiences that helped us to be successful. So thank you to Oleg and our crew for that. И для меня была огромной честью участвовать в этих ВКД. Для меня и для Давида это были первые выходы в космос. И я бы хотела выразить отдельную благодарность Олегу за то, что он делился своим опытом. Он очень опытный космонавт. Он был наставником для нас, и он внес большой вклад, чтобы сделать наши выходы успешными. Спасибо большое. Вот когда мы объявляли пресс-конференцию, пришло несколько вопросов. И как раз там есть про дебюты, про космические. Вот, Олег Дмитриевич, когда вы к вашему первому полету, давайте обратим в память. Вот, корабль «Союз ТМА-12» состоял из одних новичков. Вы, Волков, Лиса Йон. Как вы считаете, присутствие в экипаже опытного космонавта или астронавта
облегчает задачу, или вы считаете, что подготовка здесь на земле достаточно для того, чтобы команда новичков справилась с любой задачей? Но я считаю, что если в экипаже есть опытный космонавт, это очень хорошо, который действительно подскажет, как себя вести в той или иной ситуации. Но с другой стороны, подготовка наша достаточно длительная по времени, занимает много часов, временные затраты очень большие, поэтому я думаю, что те астронавты или космонавты, которые выполняют космический полет впервые, и даже если в одном экипаже одни новички, то этого вполне достаточно, чтобы успешно справиться со всеми задачами. Андрей, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Красильников, РИА Новости. У меня вопрос к Энн Маклейн. Вот в вашем полете не состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Вот хотелось бы просто, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Были ли вы разочарованы там в связи с этим и так далее? Спасибо. So those crew change were based on my recommendation. То, что произошла замена в экипаже для выхода в космос, эта замена была основана на моей рекомендации. I was the lead for the U.S. segment during that series of spacewalks. Я осталась за главную на борту МКС во время этих выходов. And therefore it was all of our responsibility, but my main responsibility to mitigate any risk that we could see. Во время выхода все на станции, все считаются ответственными людьми, но в этой ситуации я была ответственным человеком за то, чтобы устранить любые неполадки во время этого выхода. So it's very important to always evaluate crew assignments, and it's very normal for crew assignments to change. Очень важно оценивать состав экипажа, и это совершенно нормальная ситуация, когда состав экипажа меняется для какой-то задачи. And one factor that we never consider when we talk about risk is gender. И мы никогда, единственный фактор, о котором мы никогда не думаем, когда мы говорим о риске, это пол человека, который выполняет задачу. The astronauts and the cosmonauts that fly to space are all very capable, and those factors were not taken into account. We performed 3 very successful spacewalks, and I'm very proud of everybody on the crew who did their part. Космонавты и астронавты у нас все очень опытные и образованные люди. Я очень горжусь. Мы выполнили 3 выхода в открытый космос, и я очень горжусь тем, как они прошли. Спасибо большое. Пожалуйста. Олег Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот в программе полета было 48 научных экспериментов. Какой из них показался вам самым интересным? Если не ошибаюсь, вам также пришлось работать с 3D-биопринтером на орбите. Что вы печатали, как вы делали? И расскажите еще, пожалуйста, вы упомянули внештатные ситуации. Что это за ситуации, которые возникли во время вашего полета? Спасибо. Экспериментов было 50, научных сеансов порядка, там, если не ошибаюсь, более 300, 312, если быть точным. Эксперимент 3D-биопринтер, действительно уникальный эксперимент. Россия, выполнив этот эксперимент на орбите, обеспечила себе мировой приоритет в этом. Эксперимент завершился успешно, были выращены клетки человека и, если не ошибаюсь, крысы или летучая мышь. То есть из тех вот пробирок, которые были доставлены на орбиту, из 6, по-моему, в 3 или в 4 эксперимент завершился удачно. Образцы были возвращены, выполнен анализ, опубликованы научные статьи, вы можете ознакомиться с ними. Экспериментов было много. Из тех, что выполнялось впервые, это эксперимент «Тряска», эксперимент «Визир», в частности, «Умная полка». Вот тот же биопринтер. Все эксперименты очень интересны. Вот, я их все делал с удовольствием. Выделить, конечно, выделять я, наверное, не буду, чтобы не обидеть других ученых, которые сделали не менее интересные
эксперименты. Но они штатные ситуации, я, может быть, громко сказал, не штатные ситуации, то есть это были достаточно длинные ремонтные работы на российском сегменте, и они были сложные и объемные. Мне пришлось заниматься и вакуумными магистралями системы воздух, блоком очистки этой системы. Много замен пришлось делать в системе кондиционирования воздуха. Я вот это имел в виду под нештатными ситуациями, но они были, скажем так, штатные, я заранее к ним готовился на земле, поэтому ничего нового я как бы на борту не встретил. Спасибо большое, Николай. Вопрос к Давиду. Вы рассказывали про телемедицину, то, что будет проводить Канадское космическое агентство. Расскажите, насколько удачно прошел эксперимент, и в будущем можно ли это применять на Земле, и как это уже применяется на Земле? Да, для канадского агентства приоритет это как эксперимент для категории медицинский. Да. Для нас очень важно, чтобы мы совершаем эксперимент на борту, который можно использовать на Земле. So, говорим о, я не знаю, на русском, телемедицин. Can you say that? So, телемедицин, да. Для меня очень важно, потому что я давно работал врачом на северной в Канаде, где использовал телемедицину как врач. So, я понимаю, что все технология, которую мы разрабатываем в космосе, можно использовать на Земле сразу. So, мы работали с как специальной одеждой, которая измеряет vital signs, как пульс, температура, давление, жизненные параметры, да, например. Тоже мы работали прототип оборудования, это как миниатюрную лабораторию для анализа крови. Для крови, да. Я думаю, что это очень интересно для меня, этот тип эксперимент, который и абсолютно удобнее для космонавта и тоже удобнее для всех людей Земли. Давид, тяжелее работать врачом на севере Канады или астронавтом-космонавтом? Разные. Трудно. Оба хорошо. Оба хорошо, оба интересные, оба трудно. Олег Дмитриевич, вот в этой экспедиции у вас было 2 выхода в открытый космос. У меня сразу 2 вопроса. Расскажите, пожалуйста, про новый скафандр «Орлан» МКС. Вот у вас есть с чем сравнить. И расскажите про ваши выходы, потому что очень обидно, что после ВКД с Алексеем Овчининым информационное агентство сделали акцент, что в основном на то, что вы только забрали полотенце, да, которое провисело на внешней стороне МКС 10 лет. А между тем вы выполнили огромный объем работ. Вот чем лично вам запомнился этот выход? И какие еще работы ВКД вы бы отметили? То есть 2 части вопроса. «Орлан» МКС новый сравнить и вот это. Ну, сейчас на борту МКС находится действительно новый тип скафандра «Орлан», модификация МКС. Это логичное развитие предыдущих модификаций. Главное отличие от «Орлана» МК – это сейчас мы имеем автоматическую систему терморегулирования. То есть нам не нужно заботиться о состоянии своем, прислушиваться к своему сердцебиению, к тому, как вспотели мы, не вспотели. За нас все это делает система автоматически. И, по-моему, ни один космонавт еще не жаловался. Система работает хорошо. Я действительно, работая в космосе, не обращаю внимания на условия внутренней среды в скафандре, потому что они регулируются автоматически и достаточно комфортны для тебя. Плюс усовершенствована внутренняя оболочка, сделан более удобный эргономичный пульт управления этим скафандром. Пожалуй, самое главное изменение. В
выход, который мы делали с Алексеем Овчининым 29 мая. Но если журналисты увидели, что мы только полотенца взяли с собой, но ради Бога, мы тоже, когда читаем определенного рода газеты, почерпываем только то, что нас интересует. Поэтому достаточно много было задач. Выход был рассчитан на 6 часов. Мы справились со всеми. Одна из главных задач это был демонтаж экспонируемого оборудования на внешней стороне станции. То оборудование, которое будет использоваться в перспективных российских пилотируемых кораблях. Забрали с собой достаточно много научного оборудования, которое, опять же, экспонировалось на внешней стороне. Ну и немножко почистили станцию, удалили старое, уже не работавшее. Оно было объемное. Это было сделать непросто, но мы с Алексеем вот 4 таких части научных экспериментов отбросили успешно от станции, без проблем. Но один выход у вас был незапланированный с Сергеем Прокопьевым, и вы не тренировались на земле, отрабатывая вот эти моменты. Скажите, пожалуйста, как у вас получилось, как вы взаимодействовали со специалистами на земле, как вот это вот наложило ли на вас дополнительные какие-то трудности, то, что не было тренировки на земле? Но когда мы готовимся к космическому полету, тот же выход, он состоит из набора типовых операций. Мы всегда готовы к этим типовым операциям и тренируем возможные какие-то нештатные ситуации. Поэтому даже если мы к этому не готовились на Земле, мы готовились к этому в космосе, и, конечно, мы были готовы к его реальному выполнению. Единственное, конечно, ну не только единственное, главная трудность, которая нас подстерегала Сергеем, это то, что на корабле нет мест фиксации, нам было тяжело закрепиться, поэтому приходилось использовать руки для собственной фиксации, ну и руки были нужны для работы. Взаимодействие было обычным, ничего такого нового в этом выходе не было, просто он был действительно сложный, неординарный, было затрачено большое количество времени, но в целом задача была выполнена. Спасибо огромное. Большое количество людей следило за этим выходом, прямые эфиры были, все это смотрелось. А вот ко всем членам экипажа вопрос. Скажите, после приземления мы знаем, что российские космонавты проходят некоторые, вот прям в острый период, вот этот вот, они, когда реабилитация, они проходят некоторые эксперименты, проводят. Там и в полевые тесты есть. И все. Вот в вашем агентстве вот, есть такие же эксперименты? Проходите ли вы вот в течение там, первой недели после приземления? Олег Дмитриевич, и вы тоже потом расскажите. We definitely, when we get back, have a long series of medical requirements. Конечно, после того, как мы возвращаемся на Землю, у нас есть серия требований, которым мы должны соответствовать, которые должны пройти. And there are really two types. One type is to understand how we are healthy individually, that we work medically with our doctors. Есть два вида экспериментов. Первое, мы должны понять, люди должны понять, насколько хорошо мы себя чувствуем, каково наше здоровье после возвращения. And the second type is for research into the human body in general and how we react in space. И второй вид экспериментов относится к тому, как наш человеческий организм реагирует на условия невесомости. So especially the first 30 days after we get back, almost every day is a series of different types of data taking, data collection. That can be anything from drawing blood, taking MRIs or X-rays, brain scans, behavioral tests, many different types of series. И в течение первых 30 дней после приземления мы проходим серию экспериментов. В эти дни у нас что происходит? Происходит забор данных, таких как забор крови, также проводят МРТ нашего организма, сканирование мозга, также снимают различные рентгены, и также у нас проводятся поведенческие тесты. And this is very important as all of us look at deep space exploration again.
landing on other planetary bodies, including the moon, hopefully by 2024 is our goal. And how will the human body react to even a fraction of gravity? И для нас очень важно проводить серию этих тестов, экспериментов, поскольку планируются в ближайшем будущем полеты в освоение глубокого космоса, полеты на Луну, приземление на Луну. Надеюсь, что мы это сможем совершить к 2024 году. И поэтому очень важно собирать все эти данные и знать, как человеческое тело реагирует на отсутствие гравитации. Если я могу добавить чуть-чуть, да, тоже у нас, как здесь, я думаю, параллельно с этот процесс, у нас есть тоже процесс реабилитации. В этот месяц, тоже первый месяц после приземления, очень интенсивный процесс реабилитации. Каждый день в спортзале или в клинике с специалистами. Мы как... каждый день чуть-чуть улучшимся. У нас, по большому счету, два типа медицинских экспериментов, то есть те эксперименты, которые мы выполняем до полета и после полета, где анализируется состояние нашего организма в земных условиях и сразу же после возвращения из космоса. И медицинские эксперименты, которые условно можно разбить на три этапа. Мы их делаем до полета, мы их выполняем в полете, и мы их выполняем сразу же после полета. Вот в таких экспериментах мы принимаем участие. Олег Дмитриевич, на вашем постере вы всей командой фотографировались на поверхность Марса там, да? Это как? Задел на будущее? Вы собираетесь Это все просто. Ожидайте наш экипаж на Марсе. Да. Было бы здорово. Да, пожалуйста, вопрос. Кирепиков, Интерфакс. Вот у нас в СМИ писали не так давно о том, что рассматривается вариант возвращения в аварийный запас оружия для того, чтобы отстреливаться там от зверей каких-то. Вот, собственно, вопрос к Олегу Дмитриевичу, как космонавту и командиру отряда. Насколько вообще вы видите необходимость в таких вещах? Ну и, кстати, может быть, тоже к нашим гостям из других стран, насколько они думают, пригодится, и, в принципе, подобные вещи может и пригодиться вообще сейчас? Ну, действительно, в носимый аварийный запас раньше входило огнестрельное оружие. Я еще, выполняя первый полет, такой пистолет был. Действительно, спускаемый аппарат может совершить посадку в любой части земного шара. Эта посадка может быть ожидаемой, может быть неожидаемой. Понятно, что с развитием технических средств, со спутниковой связью, с телефонами спутниковыми мы можем воспользоваться, и нас могут достаточно, скажем так, быстро засечь. Но это не значит, что нас могут быстро найти и забрать с места посадки. Нам нужно как-то обозначать себя, нам нужно использовать сигнальные ракеты. Возможно, это будут труднопроходимые места, нам нужно специальный, там, я не знаю, нож, с которым мы будем строить себе укрытие. И, возможно, нам нужно оружие, чтобы диких животных никто еще не исключал на Земле. Вот. Это оружие было исключено из состава НАСА, и теперь просто в Роскосмосе решили подумать над этим, стоит ли это вернуть. Потому что это тоже стоит денег, и разработка, и изготовление. Вот, поэтому процесс такой идет, и это все в стадии обсуждения. Спасибо большое. И еще вопросы были? Да? Скажите, пожалуйста, а какие планы на будущее вот у вас после полета? Каждый участник может экспедиции рассказать? Ну, у нас слишком короткий промежуток времени после возвращения, всего лишь 2,5 месяца, поэтому есть строгая последовательность выполнения экспериментов и медицинских обследований. У российских космонавтов, выполнивших космический полет, длительный. Есть так называемая полугодовая негодность, то есть мы в течение полугода должны восстанавливаться, проходить обследования и выполнять эксперименты, и только через полгода мы имеем право проходить полную медицинскую комиссию для того, чтобы они нас допустили к выполнению следующего полета. Поэтому вот я на этом этапе нахожусь. Same thing in the U.S. We take about 6 months to fully recover
Тот же самый процесс у нас происходит и в Штатах. 6 месяцев посвящается тому, чтобы мы полностью восстановились. And then for me, I'll go back into the office, and our focus is continued flights to space station, both on Soyuz and commercial crew. And obviously, many of us will be working on the different aspects of the moon landing by 2024. So very exciting time in our office to come back. Затем мой план таков. Я вернусь в офис и продолжу работу над полетами на станцию на борту корабля «Союз» и также на коммерческих кораблях. Также я собираюсь работать над проектами по посадке на Луну, полетов на Луну, которые должны у нас выполниться к 2024 году. Очень такие хорошие планы. Если я могу добавить, для меня, я без терпения жду возможности работать опять в центр в ЦУПе Хьюстоне и работать капкомом, как оператор радиосвязи с экипажами. Сейчас, потому что после того, как у нас опыт в космосе, после, когда мы ветераны, я думаю, что очень как новый перспектив в этот работа. Я надеюсь, что скоро у меня будет шанс работать в ЦУПе. Олег Дмитриевич, вот вернувшись из своего первого космического полета, в одном из интервью вы предложили перейти на станции на электронные носители. Было такое. А что вы сейчас посоветуете, какую модернизацию провести на станции? Что может быть новенькое, что-то там включить? Хороший вопрос. Но я хочу сказать, что наши специалисты очень внимательно прислушиваются к замечаниям космонавтов, и уже начиная со второго полета у меня вся работа выполнялась с использованием электронных носителей, то есть я уже работал с iPad. А данный полет, он еще интересен тем, что впервые на моем корабле, когда мы пристыковались на станции, то я проводил испытания по, скажем так, межкомпьютерному обмену. В центральную вычислительную машину нашего корабля закладывалась информация. Я по Wi-Fi соединял свой планшет и получал всю эту информацию. В перспективе наш разговор с Землей сведется просто к минимуму. То есть мы сейчас, когда выполняем автономный полет, Земля нам дает огромное количество информации, мы ее записываем в бортовую документацию, то в данном случае это просто будет выполняться автоматически, мы будем подтверждать Земле, заложена она у нас или нет. Вот. А в данный момент станция, во всяком случае российский сегмент, он соответствует тому времени, в котором мы летаем. Ну, вот, эксперименты обновляются, системы обновляются, электронное оборудование становится меньше, компактнее, шире можно использовать возможности. В частности, вот я в своей экспедиции выполнил установку широкополосной связи. Теперь российский сегмент будет иметь возможность, ну, когда вся эта будет связь готова с космос-Земля, то есть мы будем получать, снимать с борта МКС большие массивы информации. Поэтому станция обновляется. Я бы не сказал, что она стареет, молодеет. Но... То есть потенциал еще есть. Вопрос опять ко всем членам экипажа. После возвращения из космического полета у некоторых открывается второе дыхание, и кто-то начинает писать книги, кто-то рисует. Вот вы все занимались большой общественной деятельностью на борту Международной космической станции. На сайте Роскосмоса, Олег Дмитриевич, постоянно публиковались ваши фотографии. Было очень интересно за ними наблюдать. Вот конкретно к вам. Вы занимались в художественной школе одно время. Вы, как Алексей Архипович, картины писать не думаете, а вот, допустим, Давид, Н, там, книги писать, еще что-то, блогерами известными стать. Нам интересно, когда у астронавтов, у космонавтов какое-то еще параллельное развитие идет. Начнем. Интересный вопрос. Конечно, это новые перспективы для нас. Но для меня, вы знаете, у меня 3
маленькие дети. И сейчас мой приоритет обязательно это опять стать папа. Да. Потому что вы знаете, для семьи мы, конечно, в космосе долго, 6-7 месяцев, но мы все время тренировки тоже хватает как времени не дома. 3 года вообще. Для жены достаточно тяжело это было, для детей достаточно долго было. Сейчас для меня это моя приоритет. Играть в парке с детьми. И если я что-то рисую, это с детьми. For me right now, coming back into the office, I'm interested in sharing the new perspective. However, I'm very focused more on the missions that we have at hand. The astronaut office at NASA is very busy with commercial crew vehicles, deep space exploration, and my primary goal right now is to share the experiences I have to help us develop future exploration technologies to enable those missions. Ну, для меня основным приоритетом сейчас является возвращение к работе и также делиться своим опытом, и также сфокусироваться на экспедициях, которые еще не закончены, также направить все свое внимание на освоение глубокого космоса и также на экспедиции, которые у нас будут совершаться на коммерческих кораблях. И моя главная задача сейчас — это делиться своим опытом для разработки технологий, как раз-таки для того, чтобы осуществить все эти планы и задачи. Олег Дмитриевич, художественная школа. Нет, вы знаете, мое хобби, моя работа не совпадает, поэтому я просто хочу летать в космос. Но вы фотовыставками радовать будете землян своими фотовыставками своих работ? Ну, если это радует людей, то, наверное, буду. Так, замечательно. Пожалуйста. Здравствуйте, Екатерина Москвич, агентство ТАСС. Во время посадки, точнее после посадки Союза МС-11 ряд СМИ сообщили, что во время посадки как раз одна из систем перешла на резервную. После этого сообщалось, что посадка прошла штатно. Вот хотела уточнить, действительно ли одна из систем переходила на резервную и была ли она штатной? Ну, действительно, после отработки тормозного импульса перед входом в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателя ориентации и причаливания. Ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы. Система автоматически перешла на резервные, ориентация держалась, мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. То есть ситуация не вызвала у нас никакого волнения, ничего. То есть это, ну, не сказать как бы обычное, но все отработало штатно и без проблем. Спасибо. Вернемся дальше к земным вопросам. Пожалуйста. Евгений Рыжков, журнал «Русский космос». У меня вопрос к командиру отряда. Олег Дмитриевич, подскажите, я вот слышал, что в скором времени начнутся водные выживания космонавтов. И можете чуть-чуть поподробнее? То есть раньше они проходили на базе МЧС в Ногинске, это было маленькое озерцо, а сейчас это будут уже на море. И если возможно, скажите, кто поедет от наших космонавтов, ну то есть какие космонавты, и если знаете, какие астронавты других стран тоже. Спасибо. Ну, я проходил выживание на море и на маленьком озерце. Надо вам сказать, что по сложности, по трудности они одинаковые. Потому что также размер спускового аппарата от этого не увеличивается. Это по-прежнему 3 кубических метра. Водяная гладь никогда не бывает ровной. Поэтому это достаточно очень тяжелые, сложные испытания. Экипажи сейчас формируются. Основная задача — это чтобы этот вид тренировок прошли кандидаты в космонавты, то есть те, которые сейчас занимаются на общекосмической подготовке. Тренировки будут стандартные, так называемая сухая тренировка, то есть кандидаты проделают все, что нужно выполнить внутри ИСА, находясь на палубе корабля.
Потом будет так называемая короткая тренировка, где они покинут спускаемый аппарат на воде, используя плавучие средства НЕВА, которые надеваются поверх скафандра «Сокол». Так, она очень короткая по продолжительности, не более там, 30-40 минут. И длинная, самая тяжелая, когда они полностью снимут скафандр, переоденутся в необходимое, поменяют на гидрокомбинезон «Форель» и покинут спускаемый аппарат. Как правило, на порядка 3 часов. Она очень тяжела физически. И также с ними будет выполнена тренировка по подъему космонавтов с воды на борт вертолета. То есть вот такие тренировки, а состав экипажа будет определен позднее. Да, пожалуйста. Олег Дмитриевич, вот вопрос. Не так давно был необычный участник космического полета, робот Skybot. Расскажите, пожалуйста, внутри Центра подготовки космонавтов есть отдел, который занимался подготовкой этого робота. Вот как вы думаете, в будущем вообще выход в открытый космос с помощью вот такого аватара возможен? Или насколько это вообще планы на будущее далекие? И про ваш отдел вот этот, который этим занимается. Эти планы реализованы. Вот у наших партнеров канадское агентство разработало, есть ССРМС, есть SPDM, которые выполняют и вполне могут заменить космонавтов за бортом. Вот, конечно, они могут выполнять разный уровень работы, но я думаю, в конечном итоге человечество эти автоматы, роботы отработают, и они будут выполнять любую работу. Просто они требуют программирования, управляемости. Программы пишут люди, поэтому я так думаю, что человек, конечно, никогда в полном объеме заменен не будет. У нас такой отдел существует, мы занимаемся, они занимались не только флайботом, они также занимались вот и подготовкой российских космонавтов по канадскому манипулятору, по европейской руке. Были разработки и наших манипуляторов, то есть вот всем этим объемом занимается этот отдел. То есть кроме подготовки космонавтов, они сопровождают эти работы вот, как кураторы и как эксперты в части эргономики, удобно ли с этими устройствами работать изнутри. Ну, вам было интересно вообще следить за этой необычной миссией? Да мне все интересно, все, что связано с космосом. Но просто, конечно, сейчас набор возможностей этого флайбота был ограничен. Но, в принципе, я все приветствую, все новые эксперименты, все, что новое доставляется в космос. Я только с радостью бы работал и приветствую это. Олег Дмитриевич, если будет возможность на коммерческих кораблях полететь, готовы? Ну, хороший вопрос. Если они будут стабильно взлетать и стабильно садиться в назначенное время, то, конечно, потому что Союз с точки зрения переноса сроков старта и посадки, он надежен. Поэтому ты, когда готовишься, ты достаточно четко понимаешь, когда ты будешь стартовать и когда садиться. Если это будет с коммерческими кораблями, то почему нет? Ну, замечательно. Я правильно понимаю, что завтра у вас торжественная встреча, а вот эти вот 2 дня вы все-таки с экипажем немножко работаете, то есть приезжают представители отрасли космической, и вы разбираете ваш полет применительно к тем областям, откуда приезжают у нас специалисты. То есть у вас работа продолжается? У меня эта работа практически завершилась, потому что после моего приземления в период первых 4 недель, это был период и острой реабилитации, в то же время началась работа со специалистами. Далее она продолжилась, отработались все мои замечания, какие-то вопросы специалистов. Было проведено большое межведомственное совещание по этому поводу. Далее состоялся вот такой вот объемный разбор работы, на котором определялась полнота выполнения мною программы полета. Поэтому все это уже прошло. Давид, вы здесь работаете или отдыхаете? В Канаде у нас есть возможности мне работать с специалистами будущего
программе. Например, если будет ли нет работать манипуляторы как часть экспедиции на Луну или на Марте, будет ли нет медицинские эксперименты. So, этот уровень как планификационный уровень эксперта, да. Как эксперт, как ветеран. Да. Понятно. Ну, у вас такой органичный экипаж, вы так много в течение пресс-конференции часто говорите о полетах на будущее, о работе, что, ну, наверное, очень хотелось бы действительно, как говорит Энн, глубокий космос изучить. И если будет возможность на Марс, замечательно было увидеть этот экипаж в таком составе. Ну, а на сегодня у нас пресс-конференция заканчивается. Мы благодарим вас за ответы на вопросы и желаем, чтобы завтра торжественная встреча прошла действительно на высоком подъеме, чтобы были все родственники ваши, чтобы вы получили удовольствие и вот это вот наслаждение от хорошо сделанной работы. Спасибо вам большое.